Дебаты в традиционном понимании – это аргументированный спор, который ведется по определенным правилам. Его отличительной чертой является логическая аргументация, честность, уважение к аудитории и своему непосредственному оппоненту как базовый принцип ведения цивилизованного диалога. Парламентские дебаты в формате ролевой игры зародились в XIX веке в Великобритании в среде студентов элитных университетов, готовящихся ко вступлению в Палату лордов. Обсуждению в ту пору подлежали действующие нормы, законодательные инициативы и другие острополемические явления жизни викторианской эпохи. Вниманию сибайских школьников, собравшихся в Доме молодежи, были представлены не менее злободневные темы: интернет-технологии, проблемы экологии, страх публичных выступлений и другие. Актуальность каждой из предложенных тем была презентована членами судейской коллегии. Сегодня приглашены известные люди нашего города, это и депутаты, да, и представители СМИ, и методист городского отдела образования. И вот совместными усилиями мы сегодня постараемся именно объяснить сам формат проведения дебатов и предварительно уже дать им, так скажем, ориентир, на что опираться, на какие факты брать, вот, чтобы у ребят никаких трудностей не возникло. И я думаю, вот сегодняшнее мероприятие даст большой толчок именно развитию парламентских дебатов. Может, в дальнейшем даже у нас получится открыть клуб дебатов, да, который будет действовать на базе именно Дома молодежи. Парламентские дебаты проводятся по инициативе молодежного парламента города, клуба ЮНЕСКО и школы лидеров ЦДТ. На первом этапе для школьников проводят обучающий мастер-класс, на втором состоятся сами дебаты. Команды спикеров должны будут рассмотреть определенную спорную тему с противоположных точек зрения. На них накладываются обязательства эффективно отстаивать свою точку зрения, слушать других и уметь вести дискуссию с оппонентом в спокойной, доброжелательной манере. По итогам выступления обеих команд судейская коллегия на основе приведенных аргументов и качества презентации вынесет решение, чья позиция была представлена убедительнее. Подобная тренировка умения выступать публично, как отмечают организаторы, способствует формированию общекультурного кругозора и развитию таких важных качеств, как исследовательские и организационные навыки, умение работать в команде, ораторство, интеллектуальные способности. Вообще, как уже было сказано, дебаты помогут вам научиться анализировать, оценивать предмет с разных точек зрения, сразу видеть его плюсы и минусы. И наша задача сегодня, всех, кто сегодня будет задействован в обучении, это научить вас не просто красиво говорить, а именно убеждать, отстаивать свою позицию и убеждать слушателей. К концу мероприятия все пришедшие поделились на команды. Между ними по итогам жеребьевки были распределены темы. С публичным словом ребята будут выступать уже через 1,5 недели. Этого времени, по задумке организаторов, должно хватить, чтобы будущие спикеры успели подготовиться к выступлению. А вот какую сторону за или против придется отстаивать ребятам, будет решаться непосредственно перед началом самих дебатов. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.